В Уфимском дворце борьбы стартовали тренировки юных спортсменов. Уникальный комплекс, который открылся только в конце августа этого лета, уже успел принять ряд форумов международного уровня. В том числе «Россия – спортивная держава», «Россия и Казахстан», «Неделя бизнеса», «Ялтинский форум». Сейчас во дворце борьбы идет полным ходом настройка тренировочного процесса, который начался с понедельника. За первыми тренировками наблюдала наша съемочная группа. Первое построение, первые кувырки. Еще не умелые, но уже веселые и задорные. А это самое главное для начала занятий спортом. Дворец борьбы особенно долгожданный для жителей близлежащих многоэтажек. Они ждали открытия комплекса и записались в секции намного заранее. Мы живем здесь недалеко, и видели все строительство этого дворца, и очень ждали, так как здесь было много секций и бассейна, и для сына выбрали самое оптимальное, это дзюдо. Сразу заходишь на татами, чувствуется вот эта энергетика, то есть все бегают, все что-то делают, стараются, даже вот сын, первый раз пришел, тоже весь заряженный на этот спорт. Заряжены на дзюдо и девочки. Мамы сами приводят дочерей на тренировки. Дзюдо – это все равно некая философия, некий взгляд на жизнь, поэтому мне кажется, что любой мальчишка должен с этим соприкоснуться, а девочка – это тоже должны к этому приобщаться. Если две девочки начнут дома драться, то дзюдо мне показалось менее травматичным. Но бояться нечего. Наставники подходят к занятиям со знанием дела. Сначала, конечно, нужно увлечь детей и заложить базу для физподготовки. Пока начало, первые тренировки, пробные, сейчас дети привыкнут. Соответственно, в любом случае в этот вид спорта не влюбиться нельзя. Он несет мужественность, гибкость, ответственность, все качества вместе взяты. Пока состоялись первые тренировки по дзюдо, грэпплингу, вольной борьбе и самбо. Самбо набирает колоссальные обороты в Республике Башкортостан. Намного больше детей начинает заниматься, как и девочки. Мальчики. Начинается набор групп с 4 лет. Буквально уже на следующей неделе у нас заработает еще куреш и борьба на поясах. И еще через неделю мы ожидаем уже нашу основную борьбу, это греко-римская борьба. Сюда зайдет школа Олимпийского резерва по греко-римской борьбе. Записаться в секции можно по номеру телефона 8 347 299 20 99. И запись будет идти круглый год, чтобы каждый желающий смог попробовать свои силы. Кроме того, работа комплекса будет организована так, чтобы проведение крупных форумов не влияло на тренировочный процесс. Дворец борьбы примет и крупные соревнования. Уже в эти выходные состоится всероссийский турнир по куреш, посвященный памяти генерала-лейтенанта полиции Артура Ахмедханова. До Нового года пройдут состязания по греко-римской борьбе и самбо. Роза Хабибуллина, Азат Галиуллин и Ильнур Юмагулов. Новости. Уфа.